7 погибших в ДТП за 3 дня. Таков неутешительный итог выходных в Коми. Сегодня в Республиканском управлении ГИБДД нам пояснили. Практически во всех случаях были зафиксированы недостатки содержания дорог. Скользкие, необработанные трассы, плюс небольшая снежная колейность. Впрочем, решающим фактором во всех ДТП стал все же человеческий. Татьяна Выборова о страшных происшествиях. Открыл печальный список водитель ВАЗовской «восьмерки». В пятницу вечером в Кнешпогостском районе он, вопреки запрещающим знакам, пошел на обгон и лоб в лоб столкнулся с «Хондой». Цена такого риска – жизни 2 пассажиров. По данным ГИБДД, водитель ВАЗ-2108 права получил 1,5 года назад и за это время допустил уже больше 10 нарушений ПДД. Одна из причин – это грубое игнорирование правил дорожного движения, потому что дорожные условия нормальные, сухой асфальт. Даже сохранилась сплошная линия разметки, которая свидетельствует о том, что обгон в данном месте запрещен. И связан он в том числе с ограниченностью видимости встречного автотранспорта. В субботу в Усинском районе с моста опрокинулся самосвал, груженный щебнем. Водитель, вахтовик из Омской области, погиб на месте. Причины ЧП установить теперь сложно. Возможно, мужчина просто уснул за рулем. В воскресенье на дорогах Коми погибли сразу 4 человека. Это ДТП произошло возле Чинья-Ворыка. Водитель МАЗа, по всей видимости, не учел скорость движения и проигнорировал безопасную дистанцию. Когда впереди едущая машина стала тормозить, шофер грузовика, чтобы избежать столкновения, ушел навстречку и столкнулся с автомобилем ДАФ. Погибли оба водителя большегрузов. Сосногорский район тоже отметился ДТП с участием грузовых авто. Возле поселка Малая Пера Урал на полном ходу въехал в КАМАЗ, груженный досками. Водитель Урала погиб. Почему КАМАЗ развернула поперек дороги, до сих пор непонятно. Как выяснили автоинспекторы, этого ДТП вообще могло не быть. Но водитель КАМАЗа оказался не самым законопослушным. Буквально за несколько часов до этого водитель этой же автомашины КАМАЗ совершил дорожно-транспортное происшествие в Ухте, но там было без пострадавших, то есть административное дорожно-транспортное происшествие. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что у него отсутствует полис ОСАГО, государственные регистрационные знаки были сняты, была запрещена эксплуатация данного транспортного средства, однако требования сотрудников полиции водитель КАМАЗа проигнорировал, продолжил движение, и вот уже в ночное время по его вине произошло такое серьезное дорожно-транспортное происшествие. Еще один смертельный случай из ряда фатальных произошел в Усть-Куломском районе. Водитель ВАЗ-2112 не заметил стоящий лесовоз и на скорости въехал в него. За рулем был мужчина без прав, а вот хозяин авто находился на переднем пассажирском сидении. Удар пришелся как раз в его сторону. Шансов выжить не было. Сейчас в больницах остаются несколько человек, пострадавших в этих ДТП. Им предстоит долгое лечение и не менее длительная реабилитация. Таких пациентов отличают тяжесть и сочетание самых разных травм. В прошлом году по статистике Центра медицины катастроф врачи санавиации больше 100 раз выезжали на ДТП в города и районы Коми. Если есть возможность, если состояние пациента позволяет это сделать по тяжести, то принимается решение об эвакуации этих пациентов в лечебное учреждение нашего города в данном случае, да, в республиканскую больницу, в другие лечебные учреждения города. Если состояние пациента тяжелое и транспортировка подразумевает усугубление состояния пациента, то, конечно, пациент получает лечение по месту пребывания. По статистике автоинспекторов, число ДТП в Коми заметно снизилось, а вот число жертв только растет. Печальный рекорд уже побит. За первые 3 месяца 2013-го погибли 32 человека. За 2 месяца и 2 дня этого года уже 34. Татьяна Выборова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.